Продолжаем выпуск. Теплоэнергетики Якутии готовятся к отопительному сезону. Работы ведутся во всех филиалах. Это 6 районов Якутии и север Хабаровского края. На эти цели выделено свыше 400 миллионов рублей инвестиций. В том числе планируется запуск новой котельной в селе Имикон. Подробности у Дмитрия Макарова. Искры сварки не угасают ни на день. Теплоэнергетики Алданского района проводят плановый ремонт сетей. Это десятки метров труб в смену. Высокие темпы обусловлены приближением осени. Надо отремонтировать не 1 километр тепловых сетей, заменить элементы котлового оборудования. Ну и насосного в том числе. В общем, готовимся к зимнему периоду. Большой объем работ предстоит на центральной котельной Алдана. На период ремонта котлов она выведена из строя. А в Ленинском теплообъект уже запущен. Благодаря этому обеспечивается горячее водоснабжение поселка. В машинном зале царит чистота и порядок. В этом заслуга машиниста-кочегара Ольги Беловой. Самому приятно прийти на работу, чтобы было чисто везде. Убрано. Не было ни пыли, ничего. Тогда ходишь чистый сам. Не как кочегар, а как уже человек нормальный. Стабильно работают котельные и на соседнем участке. Благодаря регулярным ремонтам у жителей микрорайона Солнечный в Алдане круглый год нет проблем ни с водой, ни с отоплением. Есть все, коммуникации все есть, правда. Вода горячая есть, все дают, все есть, пока Бог милов. Круглый год у нас вода горячая идет, все. Ремонтная кампания сейчас ведется во всех районах, где присутствуют теплоэнергетики. Всего запланирована замена 19 котлов на различных котельных. Будет проложено свыше 65 километров труб воды и теплоснабжения. Кроме того, обязательному ремонту подлежат все изношенные и устаревшие узлы и агрегаты. В этом году обществом запланировано выделение в целом на подготовку тепловых сетей и котельных свыше 400 миллионов рублей. Настоящая коммунальная революция ожидается в этом году в Имиконе. В отопительный сезон здесь войдут с новой котельной. Она заменит старые кочегарки, которые уже выработали свой ресурс, и позволит подключить к централизованному отоплению всех жителей одного из самых холодных населенных пунктов на Земле. Полностью сделаем реконструкцию сетей теплоснабжения, прокладываем новые сети ППУ изоляции, закрываем 2 старые неэффективные котельные. Торжественное открытие котельной запланировано на начало осени. Название объекту выбирали всем селом. В результате был выбран вариант Илге. Это дар богов, обволакивающий теплом. По словам специалистов, ремонтная кампания этого года насыщеннее и сложнее предыдущих лет. Теплоэнергетикам предстоит много работы, чтобы обеспечить комфортом жителей Якутии даже в самых отдаленных ее уголках. Впрочем, набранные темпы придают уверенности в том, что планы будут выполнены. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков, Роберт Набиев. Вести. Якутия.